Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию доклад на тему «Реконструкция норм произношения и написания греческих заимствований в современном абхазском языке». В основе настоящего материала лежит курс лекций по древнегреческому языку, разработанный для студентов исторического факультета Абхазского государственного университета. Изложенные положения представляют собой промежуточные результаты исследования и подлежат дальнейшей верификации в ходе подготовки соответствующего учебного пособия. Значит, актуальность и цель исследования. Абхазский язык на протяжении веков находился в тесном контакте с греческой культурой от античных колоний до византийского влияния, однако сегодня большинство грецизмов бытует в абхазском языке в русифицированной форме. Наша цель – разработать стандарт транслитерации, который устранит посредническое влияние и вернет греческим заимствованиям их аутентичное звучание и написание средствами абхазской фонетики. Значит, терминологическая деконструкция, алфавит и эллины. Вы на экране будете видеть основные слова, которые необходимо видеть, потому что на слух это очень сложно воспринимать. В современном, первым шагом является пересмотр базовых понятий. В современном абхазском языке функционирует эквивалент анбан, впервые примененный в 1865 году Вартоломеем в названии абхазского букваря Апша Анбан. Данная лексема представляет собой прямое заимствование из грузинского языка, в котором она также образована путем сложения названий первых букв грузинского алфавита. Для обозначения именно греческого письма и алфавита, то эллинико алфавито, нам вводится форма аэллин алфабит. Это исторически корректно, так как самоидентификация греков базируется на этнониме эллины, а первичная, для нас с вами привычная берзен также является поздним внешним заимствованием. В своей статье, которая выйдет в трудах Абхазского государственного университета, я более подробно останавливаюсь на термине аберзен и на точке зрения одного из современных европейских исследователей, который раскрывает нам историю проникновения этого термина в грузинский язык, и соответствующие критические замечания Вячеслава Андреевича Чирикова, которые он сделал после прочтения данной моей работы. Интересен пример из архивных дел советского периода. В паспортах абхазских греков в графе национальности указывалось Саурым, от турецкого урум, восходящего к ромеи, римляне. Как вы знаете, византийцы себя считали римлянами, называли себя ромеями. Это подчеркивает многослойность греческого присутствия в нашем регионе. В публикации будет предоставлена разработана мною таблица, включающая название греческих букв в абхазской транскрипции, соответствующим фонетический эквивалент в абхазском языке. Данный стандарт призван систематизировать передачу грецизма, устраняя существующие в литературе разнобой. Я просто не привожу вам эту таблицу, она слишком большая. В основу предлагаемой системы положено итацитское рейхлиново произношение, характерное для византийской и новогреческой традиции, что максимально соответствует культурному контексту Абхазии. Теперь ключевые принципы реформы. Понятно, что я здесь привожу просто несколько примеров. Более подробно вы потом ознакомитесь с самой публикацией. Теперь греческая буква вита. В русской традиции она передается как в, но в международной научной практике в большинстве языков как б. Для абхазского языка форма через б лингвистически оправдана. Пример. Топоним авазгия, ключевой топоним и понятие для нас, существует 4 варианта передачи его транскрипции на абхазский. Я сейчас об этом всем не буду говорить, только замечу, что наиболее точная форма абазгия, где учитывается передача виты как б и озвончение сигмы перед звонким гаммой греческой. И второй пример, библейский пример, Вифлеем. Вместо обычного для нас с вами Вифлеем
корректнее использовать Бетлеем, восстанавливая исходные семитские корн-бейт и вот эти принципы передачи греческих букв, которые я сказал выше. Следующий пример. Буква Ита. В контексте рассмотренного примера Вифлеем возникает вопрос о фонологической интерпретации греческой графемы Ита. В византийской и новогреческой традиции она произносится как И, итацизм, однако в классический период она соответствовала долгому открытому этацизм. При транслитерации библейского топонима Вифлеем на абхазский еще более корректнее будет переводить его в форме Бетлеем. Представляется и более обоснованной данная форма. Вместо русифицированного демократия предлагается демократия с восстановлением греческого ударения. Буква фита, самое интересное. Мы устанавливаем жесткое соответствие греческой фиты и абхазского придыхательного т. Примеры. В частности, начнем с моего имени. По-гречески Дорофеос, что передается как Дорат. Значит, имя Фомарь, известный библейский персонаж, в переводе означает финиковая пальма, русская Фомарь, Тамар или Тамара. Значит, правильнее все-таки говорить Тамар. Дальше Агиос Феодорос Айтар. В отношении топонимики еще одна любопытная деталь. Принципиально важным представляется отказ от русифицированных форм в международном контексте. Так, использование написания на английском New Aphos, которое мы видим у дороги при проезде нового Афона, для обозначения нового Афона является некорректным, так как греческий оригинал Aphos, где стоит фита, требует передачи через дентальный спирант и придыхательный смычный. Мы настаиваем на форме New Athos, то есть через TH в международном контексте и форма Атосчец в научном абхазском обороте. Значит, еще один пример – это Атана. Связь теонима Атана с греческой Афиной, или по-гречески Афина, на которую указывал Амар Бигуа. Автор выдвигал гипотезу существования в абхазском пантеоне одноименного божества мудрости и красоты. Однако необходимо подчеркнуть, что в доступном корпусе абхазских материалов, этнографические, фольклорные и так далее, теоним Атана до настоящего времени не зафиксирован. Поэтому мы не знаем, где он его взял. Далее, следующий пример Мата. Значит, это уже новозаветные тексты, где мы встречаем имя Матфеос, Матфей, и Матфиас, Матфи. Это разные лица. Не путайте, пожалуйста, их. Соответственно, они передаются на абхазский, если следовать той системе, которая нам предложена, как Маттеос и Матиас. В народной традиции зафиксирована, хотя и более поздний период, адаптированная форма Мата. Ороним Самата, название Сухумской горы, которая переводится как гора Святого Матфея. И, наконец, последний пример в передаче фиты как Т, это абхазское женское имя, которое, к сожалению, стало нарицательным, как вы знаете, в 20 веке Анфица. Но на самом деле прекрасное имя с прекрасным значением, потому что оно происходит от греческого «ианфуса», от глагола «анфеот» – «цвести», «цветение». Поэтому имя Анфица Иштвалу. Поэтому очень красивое, содержательное имя. Можно отныне и впредь реабилитировать это женское имя. Цветущее, Дальше да? цветущее. Да. Дальше дифтонги и густое придыхание. Для сочетания диграфов ав и эв предлагается унифицированная передача через ав и ев. Несколько примеров. Автономия, автономия по-русски, или аутономия. Автокефалос, или автокефальный по-русски, на абхазский аутокефал. Понт эвксинос, античное название Черного моря, как пондус эвксинос. Методологическая целесообразность транслитерации греческого диграфа «ф» через абхазское буквосочетание «л» подтверждается данными антропонимики. В частности, Вячеслав Чирикба, анализируя садские фамилии, выделяет патроним аупат, аупата и множественное число аупата, восходящее к имени Евпатий. Речь идет об имени греческого происхождения от греческого «эвпафис». Следовательно,
имя Евстафия Апсильского, который уже здесь упоминался, значит, по-гречески Евстафиос, должно звучать как Эустатий, с учетом начального «эв» и с учетом передачи фиты как «т», или Эустат. В примере с именем Эвпатий снова наблюдается закономерная трансформация фиты в абхазскую фонему «т» или «т». Особое внимание заслуживает знак густого придыхания спиритус аспер, который в античности звучал как «х». В абхазском языке для этого идеально подходит фарингальный спирант «ха». Пример – омерос, который мы по-русски знаем как Гомер, или мифологическое существо, значит, гарпия, в греческом арпия. Но я озвучиваю так, как это делается в рехлиновском чтении. Если мы учтем второй вариант эразмовский, то, соответственно, вот эти, значит, ха появляется перед каждым этим словом. Соответственно, если мы хотим передать его на абхазске, хомерос или харпия или харпиеца. Вместе с тем, в рамках вариативности графического освоения сохраняется допустимость формы без начальной фарингальной спиранты. Тогда мы можем сказать арпия или омерос. Значит, семантическое калькирование. Там, где транслитерация затруднена, мы предлагаем создание семантических калик. Например, слово «демократия», «вимос» – народ, «кратия» – «кратос» – сила, власть, по-русски «демократия». На абхазском, если смысловая калька, то «жларымчра» – народовластие. И второй термин – этимология, этимос – истинный, абхазская «аца», «ацеберг», и логос – слово учения, абхазская «ажа», «ацара», соответственно, «ажацека» – смысл, корень слова. Диахронический анализ показывает, что в древности греческие слова входили в абхазский язык с потерей окончаний. Когда я публиковал часть материалов в социальных сетях по этой теме, один из комментаторов сказал мне: почему вы, говорит, отец Дорофей, при передаче греческих имен, названий и так далее, убираете греческие окончания? Например, Андрей, Андреас. Но в ходе исследований выяснилось, что на раннем этапе окончания действительно опускались. Правда, не всегда. Сейчас это продемонстрировано в следующих примерах. Древнегреческое слово «топос» – место, попавшее в абхазский язык, в форме «атып». Древнегреческое «фитон» – растение, попавшее в абхазский язык, в форме «аш» со значением «цветок». Древнегреческое «корони» – серая ворона, попавшая в абхазский язык как «апран». Несмотря на споры о грузинском посредничестве данного слова, да, есть такая точка зрения у исследователей, у Шакирова в том числе, биологическая точность, именно серая ворона указывает на греческий корень. Я подробно это объясняю в своей статье. И, наконец, заслуживает внимания забытое абхазское слово «пскубас» – «эпископос». Ее зафиксировал Хухут Бгажба в своей статье об абхазском письменном литературном языке, где он приводит ряд слов, выпавших в 20 веке из активного употребления, обозначавших понятие старого быта религиозных верований. Вот в этом случае это уникальный пример, где греческое окончание «ос», напротив, сохраняется в трансформированном виде, пройдя через сложную фонетическую адаптацию. Я это объясняю тоже в своей статье «Епископос Апскобас». И заключение. Представленные промежуточные результаты исследования свидетельствуют об интеграции лексических единиц древнегреческого происхождения в фонетическую структуру абхазского языка. Выявленные закономерности подтверждают системный характер данных заимствований. Проведенный сравнительный исторический анализ позволяет рассматривать абхазскую рецепцию греческой лексики не как случайные лексические вкрапления, а как устойчивый процесс, подчиняющийся строгим фонетическим правилам. Дальнейшее изучение данной проблематики в рамках подготовки учебного пособия для студентов позволит расширить корпус проанализированных примеров и детализировать этапы формирования пласта греческих заимствований в абхазском языке. Благодарю за внимание. Довольно специфический материал. Но в то же время Я очень надеюсь, что
Нас выручат студенты, которые изучали греческий язык, и у них будут вопросы к докладчику. Можно я начну? Да, пожалуйста. Да. Да, сидите. Тем более. Ну, еще и Да. Ну, на самом деле, эти статьи убедительно говорят о том, что мы можем без посредников ни с грузинского, ни с русской пользоваться, и к этому мы должны идти. Вот это яркий пример того, что вот отец Дорофей сказал. Ну, просто я хочу показать ему. То есть вот сандрипша, вот эта форма. Вы своим этим базгес не говорили. Да. Просто базге. Как вы считаете, что это? Это склонение. Да, это падежное, да. Падежное. Да, то есть авазгия, это женского рода существительное, которое, соответственно, в родительном приобретает авазгес. Мне надо к вам ходить на лекцию. На самом деле, сейчас минуточку, вот как студент интересует. На самом деле, то, что вы затронули, Олег Николаевич, это очень важная тема. Почему? Потому что отсюда вопрос связанный, как мы должны говорить питиус или питиунда. Да. Почему? Потому что это тоже форма склонения. К сожалению, когда исследователи читали греческие тексты, соответственно, слово стояло в склонении, например, в дательном падеже, да, питиундас, да, они оставляли эту форму. Но там-то в греческом он стоит в дательном. Но именительная форма питиус. Поэтому правильнее говорить питиус. Да? Вот, и то же самое относительно диаскуриады и так далее. То есть это все-таки при чтении текстов, использовании византийских текстов, нужно всегда учитывать особенности склонения греческих слов. Что будет диаскурия? Диаскуриада. Да. Вот ну, на самом деле форма изначально диаскурия, да, вот, которую мы тоже встречаем. Казалось бы, да, но диаскуриада тоже встречается. Да, тоже, я еще раз говорю, это все тема филологии. Да? Вот тема филологии, в котором мы, абхазские исследователи, должны сформировать какой-то стандарт не на основе передачи русских переводчиков греческих текстов, а на основе самих греческих текстов и особенностей нашего абхазского языка. Это очень важно, потому что наши коллеги из Грузии это используют. Диаскурия, значит, это грузинская. Окончание. Только... Да, пожалуйста. Так, разговор приобретает опасный характер. Пожалуйста. Такой интересный доклад. По сути, вы уже ответили. А на лекции ты ходишь или нет? Да, он ходит. Ходит? Да. Это, я должен сказать, что нынешние магистранты первого курса серьезные в большей части. Большей части? Их там всего 5 человек. Ну, не будем сейчас указывать, кто несерьезно относится. Да. В присутствии массы народа. Да. У меня такой вопрос. Как вы считаете, вот если получится все грецизмы, слова заимствованные, перевести именно в абхазской исконной форме, что это даст для развития абхазского языка и науки? Спасибо, очень хороший вопрос. Как раз я просто не имел возможности в силу регламента на всем этом останавливаться, но ключевая вещь, она связана с тем, что когда человек на слух слышит то или иное слово, он в принципе от формы передачи может определить, это слово из какого языка попало в абхазский язык. С грузинского, с русского, с греческого. Сейчас, когда он слышит, у него складывается ощущение, что эти все слова заимствованы из русского. Поэтому вот это один из важнейших, то есть пониманий для важности сохранения современного абхазского языка, ее развития, когда мы всегда сверяем с оригиналом. И это не важно, греческое слово, латинское, немецкое, французское. Но мы сегодня, к сожалению, не только сегодня, но весь советский период, только брали все эти слова из русского языка, где русский язык для своей конструкции, соответственно, для удобства, адаптировал так, как он там адаптирован. Спасибо. Спасибо.